Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые ученики, которые хотят научиться на нашем прекрасном казахском национальном инструменте домбра. Бүгін біздің сабағымызда біз батыс өңірінің күйшісі Дәулеткерей Шығайұлының жеңгем сүйер күйін өтетін боламыз. Сегодня мы будем учить новый күй прекрасного күйші Дәулеткерей Шығайұлы жеңгем сүйер. Такой у нас красивый, прекрасный күй. Он состоит у нас бас-бун, получается, орта-бунда играем 3 части. Потом первая часть у нас будет повторяться, сага. Потом у нас еще одна часть и повтор. В принципе, можно сказать, у нас тут 4 части. Одна из них 5 частей, то есть и одна будет у нас постоянно повторяться. Но это я сейчас вам все объясню. Теперь, смотрите, начинаем күй мы с бас-бун. Бас-бун. Кто знает ноты, бас-бун у нас начинается с ля и ми. Надеюсь, вам видно. Сейчас я немножко так сяду. Значит, тут какие у нас штрихи? Штрихи это у нас қағыстар, да? Это у нас 2 вниз, 2 вверх. Затем 1 вниз, 2 вверх. И еще есть такой қағыс вниз, вверх, вниз. Быстрый и 2 вверх. То есть на протяжении всего кия у нас будут встречаться только вот такие қағыстар. 2 вниз, 2 вверх, вниз, 1 вниз, 2 вверх, вниз, вверх, вниз, и 2 вверх. Вот такие у нас штрихи будут встречаться. То есть қағыстар, да, күйде мы это называем қағыс. Теперь ставим на, получается, второй перне. Первый палец это у нас нижняя төменгішек, да, нижняя струна. И на верхней струне получается на ми, то есть тоже они друг другу вот так параллельно смотрят, да, баспармак ставим. Смотрите, теперь как? Еще есть такое значение лига. Что значит лига?
Лига это значит мы на один кагыз даем два звука. Как это получается? Вот смотрите, вы держите первый палец и баспармак, да, остальные пальцы все вместе, то есть ни в коем случае вот так не разбрасываем или за гриф не убираем, ни в коем случае, все должно быть над гривом. Вот так, и все аккуратно собраны друг за дружком, ни в коем случае не разбросаны. Вот. Это все отнимает у вас много сил. Если они будут вместе, так будет намного легче играть, и, конечно же, крепко нажимаем. Теперь смотрите, лига показываю, да? Вот бас вам сейчас покажу. Вот, смотрите, лига это у нас вот один вниз кагыз дали, и бас бармак, большой палец, то есть немножко вот так потянули. Схватили верхнюю струну и немножко вверх ее оттянули. И получается у нас на один штрих, на один кагыз два звука. Два вниз, да, получается? Смотрите, раз, и, два, и. Затем будет раз, два, три, четыре. Мы открыли верхнюю струну. Открыли, видите, верхнюю струну. И получается, оттянули. Раз, и, два, и. И это мы повторяем два раза. Смотрите, как. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Два раза повторили. Еще раз повторяю. Смотрите, держим бас-бармак, повторяем, да, и вниз кагыз оттянули. И, два, и оттянули, да, потом раз, и, два, и. Тогда у нас получилось так. Должно получиться так. Теперь, после этого тема идет на верхней струне. Обыгрываем верхнюю тему. Смотрите, то есть первым пальцем мы держим второй перне, также он остается на месте, и на верхней струне играем следующую мелодию. Полностью сыграем. Вот такая тема должна у нас получиться. Еще раз, смотрите, как делаем, да, смотрите. Два вниз, два вверх. Бас-бармак на втором перне. Раз. Потом на один перне мы двигаемся вниз. То есть на третий перне вниз. Потом на пятый перне ставим четвертый. То есть наш мизинчик. Кагыз вверх и открываем. То есть верхнюю струну полностью открываем, да? Еще раз. Еще раз это же показываю. Да? Смотрите, второй перне, потом третий, бас-бармак. Обязательно бас-бармак. Ни в коем случае другим пальцем, вторым пальцем не ставьте. Потом четвертый палец ставим на пятый перне верхней струны. И все это время у нас первый палец держит второй перне нижней струны. Затем обратно мизинчик. Четвертый палец ставим на верхнюю струну, пятый перне, и будет у нас такой штрих. Видите, вниз, вверх, вниз, чуть быстрее, да? Обратно на третью струну ставим бас-бармак и возвращаемся на второй. Понятно, да? Еще раз. Обратно на пятую струну, на пятый перне верхней струны ставим наш четвертый палец. Потом третий бас-бармак и второй перне бас-бармак. И затем открываем верхнюю струну, где остается только второй палец, первый палец на втором перне. Должно получиться вот так вот. Соединяем, да, все вместе. Теперь то же самое, тоже вот эту тему. Повторяем два раза.
начала соединяем. Как это должно быть, смотрите. Второй раз. Повтор. Затем обратно то, что мы первое играли, повторяем 2 раза. Вот так вот. Еще раз я вам... Это у нас все вступление, да? Бас-бон, это у нас все вступление нашего кюи. Теперь я вам сыграю чисто бас-бон вступление, как должно быть, и вам будет понятно, где что повторяете и как играете. Все играю в медленном темпе. Это у нас все вступление нашего кюи. Теперь начинается у нас новая часть, скажем так, первая часть ортабуун. Ортабуун — это вот у нас мы играем здесь, можно сказать, ортасында, да, посередине играем. Это у нас называется ортабуун. Значит, смотрите, теперь я чисто его вам сыграю эту часть, да, первую часть. Первая часть. Теперь смотрите, получается на пятый перне ставим 1, 2, вот так прям отсюда считаете, да? 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И на верхней струне, и на нижней струне мы закрываем. На нижний второй палец, на верхний бас-бармак. Смотрите, тоже будет 2 вниз, 2 вверх. Вниз. Теперь на 7 переходим. То есть тогда 5, 7 и 9. На 9 2 хагас вверх. Еще раз. Понятно, да? То есть мы пропускаем 6 и 8 перне. У нас получается по нечетным. Нажимаем. Но только вот здесь бас-бармак остается у нас на 7 на верхней струне, а на 9 только 4 палец. Вот так. Теперь бас-бармак остается на месте. Переходит у нас первый палец на 5 струну. Вниз. Потом 9. И обратно 5. И 2. Верхняя струна открыта. Переходим вторым пальцем. Еще раз повторяю. 5 струна вторым. Бас-бармак вторым пальцем. Также передвигаемся. Теперь 4 палец. Бас-бармак остается на месте. Теперь первый палец на 5, бас-бармак все время на месте. Еще раз. Затем, надеюсь, это все понятно. Дальше, вот мы остановились, да? Верхняя струна открыта, второй палец, на второй перне ставим первый палец, вот. Теперь на 3 перне ставим второй палец на нижнюю струну и на верхнюю струну ставим бас-бармак. И идет у нас вот на верхней струне 4 пальцем лига, то есть одним хагас, одним штрихом мы берем 2 звука. То есть удерживая, не играем, а просто закрываем. Видите, да? Если мы до этого тянули, оттягивали, да, струну, то здесь мы просто на нее прям нажимаем, хорошенько нажимаем. Там.
отголосок у вас должен быть именно этой ноты. Попробуйте, обязательно должно получиться. Если вы будете крепко нажимать, она обязательно у вас выйдет. Первый раз может быть не получаться, но надо тренироваться, и обязательно у вас получится. И первая струна. Вот раз на верхнюю струну, да, лига, и два вверх. Раз и два. Должно получиться. Еще раз, теперь соединим, да? Смотрите, как должно быть. На пятую струну ставим, на верхнюю бас-бармах, на нижнюю второй палец. Вот так. Затем на седьмой перне обратно ставим и бас-бармах, и второй палец. Также идет у нас такой же принцип, смотрите. Раз, и такая же лига, да? Раз. Видите? Лига обратно. Получается на девятой перне верхней струны у нас лига. Не на нижней, а на верхнюю. Раз, и понятно, да? Затем бас-бармах на месте. Первый палец ставим на пятой перне вверх. И возвращаемся на второй перне. Первым пальцем. Бас-бармах открыт. Еще раз. Раз, и два, и. Получается пятый, седьмой перне, девятый лига, первый на пятый и второй первый. И обратно повторяем. Первую лигу, да? Еще раз сыграем. Повторяем. Надеюсь, понятно. Затем идем на пятой перне вторым пальцем. Вот. Ставим бас-бармах и второй палец. Тоже такой же принцип, смотрите. Раз, и получается на седьмой перне мы ставим четвертый палец. И получается третий и на второй. Вниз, вверх, два вверх. Теперь только чисто вам лиги покажу, смотрите. Потом седьмой, обратно третий и пятый. И вниз, один вниз, два вверх. Потом мы это все, сейчас я это соединю, и это все мы играем два раза. Смотрите. Повторяем обратно. Теперь мы повторяем бас-бун, только одну маленькую часть. На сегодняшний урок у нас вот такая вот вступление и первая часть. Сейчас я вам все сначала сыграю вступление и первую часть, остальное на следующем уроке покажу.
все, что мы сегодня прошли. Всем спасибо, что были со мной. Если вам интересно, оставайтесь также со мной, и на следующем уроке мы с вами продолжим наш красивый күй «Жеңгем сүйер». Сау болыңыздар, до свидания.